Террористический акт – это преступление, направленное против основ конституционного строя, безопасности человека, общества и государства. Основная цель подготовки и совершения теракта – дестабилизация, усложнение ситуации, подрыв и ослабление законных структур государственного управления. Как правило, террористические акты готовятся и совершаются врагами в строжайшей секретности и весьма изворотливо. В итоге выявление преступления, привлечение к ответственности преступных элементов и непосредственных его заказчиков в большинстве случаев длится десятилетиями. Благодаря высокому профессионализму следственными структурами Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан был распутан сложный узел террористического акта, совершенного в 1996 году террористической экстремистской организацией партии Исламского Возрождения. Ни для кого не секрет, что в 90-е годы прошлого столетия молодое независимое государство Таджикистан находилось в стадии построения первых устоев государственности и прилагало максимальные усилия на погашение пламени гражданской войны в республике. Пользуясь этой ситуацией, преступные группы террористической организации Исламского Возрождения по указанию и финансированию своих иностранных хозяев совершали жестокие террористические акты. Их целью было нарушить спокойствие и стабильность, пробудить в сердцах жителей республики страх и чувство недоверия в отношении государственных структур. 18 июня 1996 года на проспекте Исмоили Сомони города Душанбе военный автобус марки «Урал», государственный номер 0207 БС, относящийся к военной части 07009 Министерства обороны Республики Таджикистан, был подвергнут вооруженному нападению неизвестными лицами. Я работал в военной части номер 01009 Министерства обороны Республики Таджикистан в качестве водителя. Утром 18 июня 1996 года я направился в город за военнослужащими. У поворота около родильного дома номер 3 я повернул машину и остановился у остановки. В это время несколько военнослужащих Министерства обороны должны были сесть в автобус. Они приступили к посадке. В это время раздался мощный взрыв. Я начал смотреть в разные стороны. С левой от меня стороны, около жилого квартала Казакон, появился едкий дым. Я был удивлен этому. В это время вновь бросили гранату. С правой стороны автобуса вышли двое. Я тоже вышел за ними. В это мгновение прозвучал взрыв. После взрыва начали стрелять с автомата. В результате погиб один человек. Несколько военнослужащих были ранены. В результате теракта получили тяжелые физические ранения военнослужащие данной военной части: Хисучаев Мехмон, Шукуров Абдулазиз Абдулхамидович, Частухин Георгий Вячеславович, Ишанова Наталья Борисовна, Шутов Георгий Григорьевич, Григорчук Василий Семенович, Капланов Али Сунатович, Престурякова, Овчинникова, Зайнеева, Ишанова Наталья Борисовна погибла от полученных ран. 18 июня 1996 года, примерно в 7:00, 7 часов 10 минут, на остановке диагностического центра я сел в служебную машину и доехал до остановки родильного дома номер 3 около жилого квартала Казакон. В это время, когда военнослужащие садились в машину, раздались выстрелы. Пули пролетали над нами на высоте полметра или же метр. Мы посмотрели на ту сторону дороги. Со двора расстилался дым. Возле нашей машины тоже прогремел взрыв. В результате чуть не перевернулась тяжелая машина. Затем вновь послышались громкие выстрелы. Стреляли в автобус. Относительно этого происшествия следственным органам было возбуждено уголовное дело по статьям 1563 части 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Покушение с терактом» и приняты оперативно-розыскные мероприятия. 18 июня 1996 года я направлялся на место своей службы. В это время около остановки родильного дома номер 3 в 103-м микрорайоне незнакомые лица совершили на нас вооруженное нападение. Раздавались взрывы гранатомета. Под автобусом взорвалась граната. Через 40-45 секунд автобус подвергся обстрелу, в результате которого один человек погиб, 9 других получили ранения.
Лично я был ранен в 3 местах своего тела. До сих пор сохранились рубцы от осколочных ран гранаты. Вот здесь, вон там и вот здесь. В ходе уголовного процесса было установлено, что жители 102-го микрорайона, района Сину города Душанбе, граждане Сидикова Сафро, Сидиков Джамшед Таварбекович и Азимова Фатима Рашидовна видели 2 вооруженных людей, нападавших на военный автобус. Один из них Раджабов Хуршед Ахтамович, 1970 года рождения, уроженец и житель района Фирдавси города Душанбе. 18 июня 1996 года я проснулась рано, время было приблизительно 7 часов утра, когда послышались громкие выстрелы. Мы подумали, что вновь началась война. После этих звуков 2 вооруженных лиц, у одного в руках был пистолет, у другого автомат, пробежали возле нас и, перепрыгнув через забор, пробрались в соседский дом. Я узнала одного из них, это был Хуршед Раджабов. Сосед также подтвердил, что тот вооруженный молодой человек был Хуршед. Он даже угрожал застрелить меня, если я буду кричать. Когда правоохранительные органы задержали Хуршеда и началось расследование, его близкие приходили к нам домой и угрожали, чтобы мы не давали свидетельских показаний. На основе показаний свидетелей 30 июня 1996 года был задержан подозреваемый Раджабов Хуршед Ахтамович, в отношении которого по статье 83 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан была принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако Раджабов Хуршед и его преступные сообщники, угрожая огнестрельным оружием и угрозой уничтожения членов семьи, заставляет свидетелей Содикову Сафро, Сидикова Джамшеда и Азимову Фатиму отказаться от своих ранее данных показаний. Азимова Фатима от страха продала свое жилище и вместе с семьей переехала в Российскую Федерацию. В результате Раджабов Хуршед с измененной мерой пресечения, то есть получив подписку о невыезде с места жительства, был освобожден от предварительного заключения. Пользуясь случаем, преступник Раджабов Хуршед бежит из Республики Таджикистан и скрывается на территории зарубежных стран. Преступник полагал, что спустя длительное время его преступные деяния забудутся, но закон всегда будет действовать беспощадно против преступления и преступника. Раджабов Хуршед Ахтамович в течение 22 лет находился в уголовном розыске, и в отношении его проводились оперативно-розыскные мероприятия. 26 июня 2018 года Раджабов Хуршед во время прибытия в Республику Таджикистан под другим именем был задержан работниками органов безопасности Республики Таджикистан. В рамках уголовного дела в отношении его был проведен повторный допрос прежних свидетелей. 18 июня 1996 года, проснувшись, я вышел на улицу. Здесь я увидел 2 людей. Один был рыжеватым и высоким в белой рубашке, а вторым был Хуршед Раджабов в черной сорочке. Человек в белой рубашке заговорил со мной. Хуршед наблюдал со стороны. В это время Хуршед закричал: «Приехали!». Его сообщник, уже не обращая на меня внимания, побежал в сторону Хуршеда. Они выстрелили из гранатомета и бросили 2 гранаты. Затем начали стрелять из автомата. Моя мама, которая находилась во дворе, видела их. Они пробежали возле моей матери, перепрыгнув через забор, скрылись в доме соседа. После того, как задержали Раджабова Хуршеда, к нам приходили его соучастники, пугали оружием мою маму, угрожали убить всю семью в случае, если она выступит в качестве свидетеля. В своих показаниях Раджабов Хуршед отмечает, что он в 1993-1994 годах познакомился с 3 членами террористической организации Исламского Возрождения – Алишером, Абдулло и Шамиком, их другие имена Шамиль и Шамс, жители жилых кварталов Автобаза 3, Док и улица Чехова города Душанбе, которые вовлекли его в свою преступную группу. Главарем группы был Алишер. У них всегда при себе было оружие. Они не скрывали, что являются членами партии Исламского Возрождения. В 1996 году я работал на пивзаводе по улице Чехова. Ко мне пришел Шамак.
житель жилого квартала Чехова. Он пообещал устроить меня на хорошую работу. Спустя несколько дней ко мне приехали на автомобиле марки «Жигули-06» 2 человека и познакомились со мной. Одного звали Алишер, другого Абдулло. По словам Раджабова Хуршеда, эти трое всегда говорили о приближенности к Абдухалиму Назарзода, или же, по их словам, Ходжа Халиму. Алишер всегда ходил к Ходжа Халиму и передавал членам группы его специальные задания. Относительно покушения на военнослужащих, Раджабов Хуршед через Алишера получил задание Ходжа Халима в течение 2 суток изучить маршрут автобуса военнослужащих, уточнить направление, время его движения в 102-м микрорайоне города Душанбе и передать эту схему Алишеру. После выполнения этого указания Алишер передал Раджабову Хуршеду 300 американских долларов и пообещал, что обеспечит его работой у Ходжа Халима. Они сказали, что от меня не требуется каких-либо усилий, только нужно узнать график движения автобуса Министерства обороны Республики Таджикистан. Я ответил, что все знают о времени прибытия и отбытия военного автобуса, но они сказали, чтобы я представил им подробную и точную схему, где будут указаны и маршруты движения автобуса. Через день ко мне вновь приехали на том же автомобиле Алишер и Абдулло. Шамака с ними не было. Мы сидели в машине, я подробно описал график передвижения автобуса Министерства обороны. В частности, я указал, что с перекрестка 82-го микрорайона автобус движется по направлению 102-го микрорайона, а с поворота родильного дома номер 3 он едет в сторону школы. Они, взяв эту схему и передав мне 300 американских долларов, сообщили мне, что они члены партии Исламского Возрождения и что командиром является Ходжа Халим. Кроме того, они сказали, чтобы я никого не боялся и что их командир влиятельное лицо. Затем, согласно очередному заданию Абдухалима Назарзода, Раджабов Хуршед со своими преступными сообщниками 18 июля 1996 года совершил вооруженное нападение на автобус военнослужащих Министерства обороны. Свидетели видели Раджабова Хуршеда с другим сообщником во время стрельбы и убегавшего с места преступления. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в отношении других преступников, причастных к этому террористическому акту. Еще раз доказана причастность руководителей, членов террористической экстремистской организации Исламского Возрождения в подготовке и совершении жестоких террористических актов. Несмотря на это, сбежавшие руководители этой террористической организации и их корыстные иностранные хозяева до сих пор не намерены отказаться от своих дьявольских планов. Но они должны знать, что никогда предательство и совершенные преступления не будут сокрыты, как тот жестокий теракт, совершенный 22 года назад, сегодня был раскрыт.